Туристический сезон в Крыму в самом разгаре. На набережной Алушты полно отдыхающих. Соблюдают ли местные жители и гости города масочный режим и другие методы предосторожности в нашем сюжете? Жительница Алушты Лариса Тихонова к рекомендации носить маску раньше относилась скептически. Но с началом туристического сезона без нее на улицу не выходит. Мы вот местные, приезжих много, из Санкт-Петербурга, из Москвы. Получается, и в магазинах, и на набережной людей много. Возраст у меня уже такой, мне 73 года, как бы попадает в зону риска, поэтому я стараюсь и меньше с дома выходить, стараюсь только по необходимости. И ношу маску. Завакцинироваться я еще пока не решилась. На набережной аншлаг, все без масок. Даже в магазинах их надевают неохотно. Даже в магазине надевать маску я не вижу смысла, потому что все чихают, все там как-то протирают, трогают лицо, трогают потом эти продукты. И для меня это бессмысленно, вот честно, бессмысленно. Продавцы отмечают, отдыхающие несерьезно относятся к антиковидным требованиям. Люди не хотят надевать маски, хотя бы даже на кассе. Не то, что зайдя в магазин. Мы уже в магазин, когда заходят, не требуем. Хотя бы на кассе требуем надеть. Посылают нас на 3 буквы, оставляют товар и уходят. Вот такое отношение к продавцам и к масочному режиму. У всех, абсолютно у всех. Местные нормально отдыхающие, все через одного. Местные в основном соблюдают, приезжие в основном не хотят одевать маски. С пляжа возвращаются, им неудобно носить с собой маску, и поэтому все приходят без маски. Социальную дистанцию не соблюдают. Места мало, кто где встанет, там и обслуживаем. О соблюдении социальной дистанции на густонаселенных пляжах и говорить не приходится. Отдыхающие загорают плечом к плечу. Я считаю, что на пляже социальную дистанцию это нереально организовать, потому что большое количество людей, много очень детей, и все стараются занять место под солнцем, отдохнуть, покупаться, поэтому я думаю, что это нереально. Я считаю, что это все бесполезно здесь, потому что никто абсолютно не соблюдает дистанцию. Тем более те, кто ставил прививки, какой смысл в этом? Носить маски, соблюдать какую-то дистанцию. Тут и так воздух все просторный. От этого толку, мне кажется, нет, потому что, а смысл? И так уже видят, что люди уже вовсю гуляют, и поэтому нет смысла. В общественном транспорте ситуация не лучше. В масках лишь единицы. В основном их надевают только при входе в салон. Надевают, но не особо. Я вообще не надеваю маску в общественном транспорте, потому что не вижу в ней смысла. Все равно люди везде вместе ходят, большое скопление людей на том же самом пляже, маски они не надевают. То есть также мы в общественном транспорте все вот так спина к спине. Я лично переболела, поэтому не вижу смысла. Стоит отметить, что резкий рост заболеваемости коронавирусом в Крыму начался с притоком туристов. Власти даже заговорили о возможности закрытия полуострова для отдыхающих, если ситуация будет ухудшаться. Однако пока никаких ограничений для приезжих в Крым не ввели. В отличие от Севастополя, где от туристов при заселении в отеле требуют сертификат о прививке либо справку о наличии антител. Тем временем курортный сезон продолжается. На полуостров ежедневно прибывают тысячи отдыхающих, готовых поделиться с Крымом не только своими деньгами.